Летом пыль столбом, а зимой по колено грязи. Машины скорой помощи часто не доезжают до больного. А местные жители уже устали бить во все колокола. Это реалии 21 века в селе Холмовка Бахчисарайского района. Вечная тема – разбитые дороги. В селе есть дом культуры, школа, детский сад, мечеть. Джамиля Зейтулаева переехала сюда 30 лет назад. Сколько бы мы дома не убирались, дворы не мыли, все с улицы заходит к нам в дом. С машинами, с детьми, с велосипедом. Уже устали, сил нет. Буквально пару дней назад начался ремонт дороги на улице Гаспринского. Подрядчик обещает завершить работы до конца недели. В этом году на содержание дорог в Бахчисарайском районе из республиканского бюджета выделили 255 миллионов рублей. Из них около 2 миллионов на ремонт 2 улиц в селе Холмовка – Гаспринского и Московской. Дальше будет решаться вопрос с установкой остановок и мусорных баков. Мы проговорили уже с главой поселения, он буквально завтра решит вопрос по дополнительным контейнерным площадкам, контейнерным бакам, которые будут поставлены. И по общественной обстановке вопрос давно мы уже обсуждаем уже с руководством Министерства транспорта. Сегодня в рамках тех наших проработок службы автомобильных дорог планируется закупка остановочных павильонов для того, чтобы их поставить. Продолжается благоустройство 6-го микрорайона Бахчисарая, где в основном живут крымские татары. Здесь построили спортивную площадку, возводят школу на 600 мест и детский сад. Мечеть имени Махмуда Сами Эфенди самая большая в городе. Ее возвели еще в 1996 году. Изначально она была рассчитана на 250 человек. 2 года назад пристроили еще один просторный зал, комнату для омовения. Теперь одновременно молитву могут совершать 900 мусульман. Рустем Садриддинов, председатель местной религиозной организации «Ватан», мечтает о том, чтобы в Бахчисарае появился детский оздоровительный комплекс. Рассказывает, в городе уже есть подходящий участок площадью в 1,5 гектара. Не только борьба, бокс, а там была гимнастика, там настольный теннис и другие вот виды. То есть вы хотите именно спортивное направление, да? Либо спортивное какое-то направление. И можно еще даже кружки сделать. Ну, типа как раньше были дома пионеров или дворцы пионеров, но сейчас такого нету. Детям нечем заняться, весь день сидят за компьютером. Предложения местных жителей слышат и поэтапно решают. Чтобы дети могли зимой заниматься, развиваться физически. Меня радует, что население принимает активную жизненную позицию. И вот то, что они беспокоятся о будущем, о развитии нашего общества, о детях. Бахчисарайский район преображается. Важно, чтобы и детям, и взрослым было комфортно жить в регионе. Севиля Меметова, Алим Сейдалиев, телеканал Милет, Бахчисарайский район.